Увы, и про эту, и про другие схожие проблемы нельзя сказать. Это вопрос единичный, сейчас разберемся, найдем виноватых, все исправим. Надо признать, это результат бесконечной централизации всего и вся. Попытка создания практически во всех сферах системы, которая управляется из одного центра, который практически не учитывает особенности российских регионов, уровень их развития. У нас в стране 85 субъектов, из которых всего 8-10 реально экономически самодостаточны, регионы-доноры. А остальные живут на дотации и субвенции и привыкли жить на подаянии. И дело даже не в злом умысле или некомпетентности отдельных чиновников. Как выразился на прошедшей на этой неделе сессии Госсовета Татарстана мудрый депутат Марат Галеев, в России выгодно сейчас быть дотационным. А в системе, где сотни миллиардов средств регулярно гоняются из центра в регион, из региона в центр, неизбежно появляется и поле для коррупции, и возможности для разного рода злоупотреблений, нецелевого расходования и так далее. Поэтому и бюджеты по всей стране сейчас принимаются в обстановке нервного напряжения. Ведь латать дыры в финансовом документе приходится всем, и относительно богатым, и бедным регионам. Экономическая политика федерального центра всегда была важным фактором. Но в этом году для таких регионов-доноров, как Татарстан, она приобретает еще и очень болезненное значение. Как мы уже говорили, год аномальный, пандемия, падение цен на нефть, и федеральный центр начинает любыми способами пытаться восполнить выпадающие доходы. Как? За счет регионов, конечно, в том числе и Татарстана. Причем ситуация, видимо, настолько критическая, что российский Минфин действует жестко, когда, что называется, по ходу пьесы меняет правила налогообложения для сверхвязкой нефти, ставя под удар не только инвестиции Татнефти, но и наши возможности пополнять казну. И это приходится учитывать. Второй фактор – это неопределенность. Мы могли бы сейчас дать подробный расклад, сколько и на какие цели планирует Татарстан потратить средства в 2021, 2022, 2023 году. Но имеет ли это такой уж большой смысл? Скажу честно, никакого. Республиканский бюджет сегодня – это скорее сказка, причем старая, которую перелицевали на новый лад. Это мечты, которые очень плохо коррелируются с реальностью. И прежде всего потому, что федеральный центр каждый год меняет правила игры, меняет ставки, меняет формулы расчетов. В этих условиях заниматься долгосрочным экономическим планированием в регионах просто не только бессмысленно, но и затратно. Образно говоря, ты собираешься играть в шахматы, тренируешься, покупаешь новую доску, разрабатываешь стратегии и комбинации, пытаешься продумать игру на 10 ходов вперед. А федеральный центр говорит: а я в этом году буду с тобой играть в Чапаевцы, причем в одну сторону. Поэтому очень удобно в современных условиях быть дотационным регионом. Все, что требуется от руководителя такого региона, уметь громко плакать на пороге высоких московских кабинетов. Зачем мучиться, реализовывать долгосрочные, рисковые экономические программы, привлекать инвесторов и инвестиции? Но в Татарстане не могут работать по-другому, даже несмотря на то, что фактор неопределенности становится главным. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.